Я продолжаю писать карту дня на 9 апреля. Это вторая часть. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, как вам найти их? Смотрите, под этим видео есть ссылочка на первую часть. Там так и написано. Ссылка на первую часть. Нажимаете, переходите, да, выбираете свой знак и смотрите. Так, а я смотрю дальше события для весов. На 9 апреля, субботу. Покажите мне. 9 апреля, суббота, весы. Сразу же первая выпадает метла. Метла может быть ссора, может быть еще уборка, да, наведение порядков. То есть, если вы не планируете порядки наводить, тогда будет ссора. Тут как бы методом исключения, да. Обман. Ну, может быть, действительно ссора, да, то есть вас обманывают, вы вычисляете, и есть повод поругаться. Тайна. Возможно, вы узнаете, что от вас что-то скрывали, да, то есть тайна, обман. Дети. Какое-то еще событие может связано с детьми быть в этот день. Ну, например, можете общаться с детьми, да, проводить время, гулять, то есть что-то вот делать с детьми. Решенное дело нельзя, якорь нельзя. Смотрим периметр. Деловые отношения нельзя. Удача нет. Нельзя тоже. Любовь. Любовь можно. Любовь, дети. Интимная связь тоже нельзя. Получается, смотрите, первая метла выпадает. Наверное, все-таки это будет ссора. Да, то есть ссора, потому что есть обман. Обман, ссора, обман, какая-то скрытая информация. Затем идет событие, связанное с детьми, и любовь. Да, то есть тут, видите, в личной жизни все хорошо, в семье. Это где-то вот обман, да, и ссора будут где-то происходить за пределами, да, вот дома, скажем так, скорее всего, потому что дома тут, видите, все хорошо. Любовь дома. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Сейчас посмотрим, что у скорпионов. Так, скорпионы. 9 апреля. 9 апреля, суббота. События дня покажите мне. Обман. Смотрите, выпадает первое событие. Могут обмануть вас. Хотя иногда бывает обман и как бы с нашей стороны, да, то есть тут так тоже может быть. Дети, цыпленок. Может быть, дети обманут. Обман, дети. Солнышко, отличное настроение, радость.
Ну, поэтому я думаю, что это что-то будет несерьезное. Победа еще может быть. Флаг, выигрыш, победа, результат, какое-то достижение в этот день. Да, когда мы приходим к финишу, скажем так. Свидание нельзя. Новость еще вижу. Получение новости. Кстати, смотрите, получение новости рядом обман. Может быть, информацию, которую вы получите, будет обман, да, то есть, ну, какое-то вранье. Неправдивая информация. Угу, больше не вижу совпадений. Значит, получается, первое обман, получение информации. Поэтому делаю вывод, да, то есть информация не какая-то неправдивая. Затем идет событие, связанное с детками. Будете проводить время. Отличное настроение и победа. Может быть, игры будут какие-то с детьми, да, то есть где вы, скорее всего, будете победителем. И вот показывает, что отличное настроение. Возможно, с утра, да, вот какая-то будет не очень хорошая новость. Да, а потом вот как-то все наладится. Наладится и будет уже весело по солнышку. Так что, скорпиончики, перепроверяйте информацию, которая будет приходить в первой половине дня. Скорее всего, там будут какие-то обманы, ложная информация. Так, хорошо, смотрим дальше. Стрельцы у нас идут дальше. Смотрим. Стрельцы. Девятое апреля. Суббота. Змея сразу выпадает первая. Да, то есть человек с длинным языком будет у вас в окружении. Скорее всего, первая половина дня. Может вас как-то обидеть, да, ужалить. Застолье, смотрите. Может быть, на застолье в этот день. Где-то будете обедать. Гости, да, будут гости, застолье, и этот человек будет на застолье. Верность, гармоничные отношения в паре. У кого есть пара. Якорь показывает, что вы можете много времени провести. Да, то есть, скорее всего, это будет надолго. Вы где-то заякоритесь в гостях или с гостями. Траты на это, понятное дело. Деньги. Мешок с деньгами траты показывает. Ну, у вас тут прям настоящий выходной. Время, да, показывает. Видите, время, якорь. Много времени проведете. Еще может показывать на определенное время, да, зовут в гости. Вам нужно будет ориентироваться на конкретное время. Казенный дом нельзя. Документ какой-то. Вы еще можете что-то получить в этот день. Вы можете получить какой-то конверт, какую-то бумагу, справку, посылку, то есть что-то вот получите. И сильный конфликт. Может быть конфликт с вот этим человеком, со змеей. Может быть. В общем, получается, смотрите, будет какое-то застолье, да, гости,
какой-то там намечается у вас сабантуйчик, траты. Якорь, вы проведете много времени, возможно, будет на определенное время, да, эта встреча. Точно будете, наверное, со второй половинкой, верность показывает. Также в этот день будет получение и конфликт. И конфликт будет, скорее всего, я думаю, с этой змеей. И будет на вот этом мероприятии. Да, то есть, возможно, человек что-то скажет, да, то есть слово за словом, и прям мечи показывают, прям вот, знаете, выяснение отношений очень серьезное. Поэтому, если вы там не хотите испортить настроение, да, себе и другим, то как-то вот надо будет контролировать, да, то есть человек будет специально вас выводить, да, то есть специально желчь будет все выпускать и как раз будет искать этот конфликт. Поэтому тут уже от вас будет зависеть, отреагируете вы, не отреагируете. Вот такая информация, стрельцы, для вас. Благодарю за внимание, я вас предупредила. Переходим дальше к козерожкам. Так, смотрим. Козероги, 9 апреля. Суббота, события дня. Покажите мне для козерогов. Траты, первое, что вижу, ну, скажем так, финансовые операции, да, потому что, может быть, у кого-то как и поступление проиграется. Любовь. Угу. Ну, что-то у вас как-то тут не густо на события. Сейчас еще посмотрим периметр. Угу. Горизонтали нет. Вертикали нет. Нет. Не вижу я совпадений. Получается два события, да, то есть это все хорошо будет в личной жизни, любовь, или может быть знакомство, если у вас нет личной жизни, и какие-то финансовые операции, траты, получения, покупки, переводы, да, то есть вот что-то будет с деньгами еще связано. Вот такие вот события. Ага, вижу еще ключик. Вот ключик еще есть, прекрасно. А ключик говорит, что у вас все будет получаться. Все в ваших руках в этот день, да, то есть все, за что бы вы ни взялись, все будет удаваться и получаться. Так что вот такой замечательный у вас будет выходной. Ну, выходной, не выходной, суббота, да, то есть у кого-то может быть и не выходной. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к водолеям. Так, водолеи. Смотрим. 9 апреля. Суббота. События для водолеев. Покажите мне, пожалуйста. Что будет у водолейчиков? Смотрим. Так, у вас может быть какая-то победа, да, флаг. То есть, ну, это победа, выигрыш, какой-то результат может быть.
Прибыль нельзя. Время. Нужно будет следить за временем в этот день. Слезы. Ну, тут, знаете, как тут могут быть и слезы радости, да, от победы. Поэтому пока я не вижу повода тут плакать. Показывает события в месяце еще. То есть что-то, что происходит с вами каждый месяц, может быть. Да, вот на определенное время. Каждый месяц в определенное время вы там куда-то ходите, да, допустим, что-то делаете. Угу. Так, здесь нет, 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 гости. Гости на определенное время идете, вас позовут. Ну или к вам придут. Так, и здесь нет. Получается, смотрите, что у вас? У вас победа, выигрыш какой-то, да, то есть какое-то вот может быть достижение. Причем это доставит именно, понимаете, флаг всегда показывает какой-то результат, вот, который прям, которому мы очень радуемся, да, вот, ну, как победе, как выигрышу, то есть, возможно, это вот прям будет до слез, да, приятно. Время, гости и события в месяце. Может быть, вы с кем-то раз в месяц, да, вот у вас есть, допустим, уговор такой, да, вы каждый месяц встречаетесь раз в месяц с кем-то. Как вариант может так проиграться. Ну, может, конечно, и отдельно, какое-то отдельное событие, отдельно гости. Так что, водолеи, у вас тут просто вот все события очень хорошие. Я думаю, что и слезы, это будут слезы со знаком плюс, потому что плохих событий я здесь не вижу. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Так, рыбки. Рыбки. Девятое апреля, суббота. События дня. Покажите мне. Угу. Приглашение. Смотрите, у вас первое, что увидела. Вас могут куда-то пригласить. Удача нельзя. Застолье. Вот куда вас приглашают. На какое-то мероприятие. Очень сильные переживания могут быть. Печаль. Не вижу больше. Сейчас я еще посмотрю здесь. Периметр посмотрим. Змея нет. Нет.
Нет, не вижу больше. Получается, первое – это приглашение, затем идет застолье в этот день, да, то есть, ну, вот какое-то для вас, видно, самое важное событие, вот это мероприятие. И отдельно стоит очень сильные переживания еще могут быть в этот день, да, глубокая печаль – это когда на что-то очень сильно трогает. Не знаю, увидите какое-то видео, кто-то расскажет новость, может быть, что-то произойдет, да, то есть, ну, это вот когда, знаете, до глубины души, да, вот больно, обидно, да, то есть, когда вот именно мы переживаем такие сильные, какие-то неприятные эмоции, да, вот может быть. Но так как отдельно, да, вот если она отдельно стоит от основных событий, да, вот это выпадает это событие отдельно от основных, тогда это чаще всего это вас не касается, да, то есть это когда вы услышали, пережили, да, скажем так, и через 5 минут уже там своими делами закрутились, завертелись, да, в своих делах, уже и забыли. Поэтому, то есть, знаете, вот как бывает какая-то ужасная новость, да, ой, ужас, какой кошмар, но потом как бы со временем это забывается, да, уже потому что это вас лично не касалось. Так что вот тут может быть такое переживание у вас в субботу. В общем, благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.